Між тым, у праваахоўных органах высвятляюць асобы удзельнікаў таких акций. 29 числа сотрудниками милиции был установлен и задержан житель Могилева, подчеркиваю, не житель города Бреста и Брестской области, который являлся, с его слов, активным участником мероприятия, прошедшем в городе Бресте. В частности, он возглавлял группу женщин, идущих по улицам города Бреста. Хотелось бы отметить, что на момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, 2,3 промилле алкоголя в парах выдыхаемого воздуха, а также неоднократно привлекался к административной ответственности. 30 жніўня ў поле зроку праваахоўнікаў трапіў 42-гадовы жыхар Бреста, которому на сегодняшний момент 42 года, который неоднократно был судим, в том числе и за убийство, а также более 30 раз привлекался к административной ответственности. 30 августа в поле зрения правоохранителей попал местный житель, 42-летний мужчина, который возглавлял колонну, идущую по дорогам и улицам города Бреста. Причем хотелось бы отметить, что колонна шла с нарушением правил дорожного движения, создавая угрозу безопасности как для водителей, так и для пешеходов. У адносінах да гэтага грамадзяніна складзены адміністрацыйны пратакол. Сярод удзельнікаў несанкцыянаваных масавых акцый бываюць і непаўналетнія. Супрацоўнікі міліцыі папярэджваюць іх бацькоў. Также бы я хотела сакцентировать внимание это наших родителей. Очень бы хотелось попросить, чтобы они четко отслеживали местонахождение своих детей, а также изучали их социальные сети и мессенджеры. Если мы с вами проанализируем за последнюю неделю, скажем так, вот эти мессенджеры и социальные сети, как правило, там идут призывы, чтобы наши дети участвовали в несанкционированных мероприятиях. Супрацоўнікі міліцыі папярэджваюць, што за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях можа наступіць адміністрацыйная і нават крымінальная адказнасць.